И я хотел бы задать вопрос, на который хотел бы получить четкий ответ. Человек, который является юристом Духовного управления мусульман Крыма. Этот человек, во-первых, когда говорит какие-то заявления, он должен быть религиозно образованным. Он должен быть религиозно образованным и приезжая сюда, он должен понимать ситуацию. Понимать ситуацию. Когда приезжает сюда, он говорит, что вот это сектанты, и вот это сектанты, или вот это сектанты. Он должен давать какие-то обоснования. Не просто так голословно обозвать кого-то, а потом как хотите, так и разбирайтесь. У меня там есть люди, которые придут и скажут, что здесь выходят пьяные женщины или пьяные мужчины. Все это голословно. А этот человек, который приехал, и пускай ответит, можно ли в мечети оставаться, ночевать, спать. Вот пускай ответит. Вопрос, связанный по религии. Пускай ответит. Это надо еще доказать. Нет, пускай ответит, можно ли спать в мечети или нельзя. Пускай ответит. Я не религовед. Я юрист. Что такое? В чем дело? Тихо. Я говорю то, что знаю. Я могу вам сказать... Подождите. Один человек не говорит. Подождите. Да ну подождите, ну терпеть. Что же у меня... Я же молчу, когда он говорит. Это серьезно. Хорошо, серьезно. Я еще раз говорю, я не религовед, но как человек я считаю, что в мечети должно быть поклонение, а не проживание людей. Это не общежитие, это мое мнение. Если вы считаете... Вы мое мнение спросили, я ответил. Я отвечу на этот вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Во-первых, в этой мечети люди приходят, которые даже здесь остаются, и по шариату не запрещено, чтобы человек мог остаться в мечети. Я вам могу сказать конкретные примеры, которые вы все знаете. Например, Мекка и Медина. Когда мусульмане едут туда совершать паломничество, где они остаются? Скажите, те, у которых нет средств оставаться в гостинице или еще. Все остаются в мечети. На святынях мусульман люди едут и остаются в мечети Аль-Харам в городе Мекка и в мечети пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в мечети пророка Мухаммада Медине. Почему они не говорят, что там нельзя оставаться? Потому что шариатом не запрещено оставаться в мечети. И если человек остался где-то, на сегодняшний день у нас нету медресе. Куда нам повезти наших детей? Они же не строят нам медресе. Они готовят полуфабрикаты для ваххабитов. А когда наши дети здесь остаются, они говорят, что нельзя оставаться здесь в мечети. Якобы, что это юрист, который приезжает сюда от муфтиата, тогда, если он не разбирается в каких-то вопросах, о чем он тогда вообще здесь может говорить? Отключать нам воду, отключать нам свет? Для этого, что ли, он сюда приезжает?